Сейчас я Люди. недавно моим Грецию звонил, блядь. По-моему, греки тоже намерены признать. Посмотрим, что будет. Ну, может, потихоньку будет Windows, конечно, Но я, потихоньку. Да, насколько знаю, дай бог, чтобы вот мои догадки были правдивыми. Я слышал, что Италия тоже об этом заговорила частично. да, да, В да, Италии. да. Ну, смотри, вот сейчас последние, что здесь были у нас, вот эти ситуации туда-сюда, Да. то, что человек сюда приезжал и так далее, и как он Мгм. себя повел, да, и высказывания были очень... Здравствуйте, пацаны, здравствуйте. Привет, Габрей. Зируба, Зируба. Здорово, здорово. И вот замминистра иностранных дел вчера сказал, надо забыть про вот это вот там Абхазия, Грузии, надо, говорит, про это забыть и с нами выстраивать без этого отношения. Новые отношения. Да, без этих все, это нету вопроса. Мы это вопрос вообще не ставим, не обсуждается это. Саху, саху. То есть он говорит, мы вас нагнем в любом случае. Имейте в виду. Все. Вот что там сказано. Поэтому Это лучше кто говорит? по-хорошему. Это замминистра иностранных дел России. Как его я забыл? И кого он нагнет? Грузию говорит, мы Ну, это да. с нами будете разговаривать без условий вот этих Абхазии. Это нету шансов. Говорит. Все, это мы... Абхазия, Осетия. Раз нету, об этом разговора нет, не ведется это базар. Все. Мы говорим за другое. Мы вас в любом случае принудим к тому, что вы будете с нами сотрудничать. В любом случае. Сармат, как ты думаешь, ты старше нас, ты много чего видел в жизни. Вот, ты вообще знаешь, как они жили, ты же с грузинами рос в Абхазии, как-никак. Да, конечно. Скажи мне по-братски, если в действительности Россия им будет ставить, трактовать те условия, которые нужны России, да, вот для выстраивания взаимоотношений между Абхазией и Грузией, как ты думаешь, они же безукоризненно выполнят это? Конечно, конечно, я тоже с ними рос, брат, Вася, я тоже с ними рос. Там смотри, какая ситуация. Сейчас уже, как раньше, вот 30 лет назад, было, уже нету этой ситуации, понимаешь? Сейчас уже все по-другому. Сейчас делится все, поделились сферы влияния. Россия говорит, вот здесь никто не приходите, не заходите, вот здесь мое. Понимаешь ты? И сейчас, как они считают, что мы можем России предложить, мол, мы будем к вам лояльные, за это Абхазию нам помогите вернуть, уже так с ними никто не базарит. Вы в любом случае будете лояльнее по-хорошему или по-плохому. Вот как вопрос Ты стоит, прикинь? понимаешь? Ты прикинь? Конечно. Либо вы соглашаетесь, либо мы это сделаем в любом случае. И Ну, вы еще Сармат, больше потеряете, чем потеряли. Вот как будет вопрос стоять. 100%. Сармат, ну не Да. просто так же там в городе Гал строят площадку, да, для Да. грузового транспортного передвижения. Не просто так. И это... Правильно? Я Значит, брат, значит, блядь, есть какие-то договоренности, которые Грузия обязана будет выполнить. Так куда что, денешься? Слушай, руководство уже все понимает давно. Но они не могут это открыто говорить, потому что люди еще не готовы. Понимаешь ты? Да. Вот. Красавчик. К этому тоже придут. Это же все тихо делается ну да, со временем, ну да. а сразу не делается. Поэтому все, человек ясно дает понять, дали здесь, в Абхазии вам нехуй ловить. Это не обсуждается. Обсуждается другое. Знаешь, уже Самое другие. спасибо. Вот и все. Сармат, но во всяком случае, если даже народ как-то будет бунтовать, блядь, ну, я не думаю, что вся Грузия сейчас вот встанет там Они, на знаешь, дуги и как, так там далее. вот за 30 лет, понимаешь, они, конечно, сумели
переориентировать и так далее. И на Запад, понял, молодежь на Запад смотрит. Их много, это общественное мнение. Насильно это никто делать не будет. Но втихаря какие-то проекты, которые уже касаются бизнеса и денег, они уже давно работают. Они зависят от России уже очень сильно, понимаете? Очень сильно зависят от России. Вот какая там ситуация. Да. Да. И им Азербайджан и Турция им в этом не помогут. Понимаешь ты, что от России и так далее. Они там все разделят по чуть-чуть сферы влияния. И Россия будет свое иметь. Но они во всяком случае от России очень сильно зависят. На сегодняшний день хлеб, зерно они получают с России, Хлеб, зерно, молочку нефть, получают с России. Да, все, конечно. Энергоресурсы, Да всё это элементарное даже Яндекс Такси у них, блядь. Ну о чем дальше говорить? А все, что Грузия имеет продавать, куда продает? Вино, они экспорт, у них только, да, в Россию. Все в Россию. Тут они просто болтают, типа, у маму ебали, папу ебали. Это так. Все там уже все. Единственное, что официально, да, они якобы это. Но я думаю, что в течение года полтора эти посольства откроются, мне так кажется. Я так думаю. Посмотрим, что они сделают. Ну, блядь. Да. Ну, против державы что они могут сделать, слушай, против России? Хрена знает, что они сделают. Во-первых, вокруг что они будут делать? Лейб, иди нахуй отсюда вас слушай. Вот Твою что они маму. будут делать? Вот смотри, нам. Турция, Иран. Ну да. Вокруг, куда им, куда? Если они граничили бы с Европой там или еще с кем-то, другое дело. Ну куда они денутся? Они будут условия ставить? Они что, могут условия ставить? Не, не могут. Не могут. Это руководство Конечно, не понимает, они разумные, кто сейчас у руля сидит, они разумные. Но они, конечно, открыто какие-то вещи не говорят, чтобы народ с ума не сошел. А так все идет к этому и нам. Поэтому нам не за что переживать, братан. У нас надо самим просто порядок себя привести внутри, а так все нормально. Все нормально. Все будет у нас хорошо, братцы, Вася. Дядю. Все замечательно будет, брат. Дай Бог. А Бреку, ща друг шуптёска ушпался, ща. Абргуя еще, анхот. Ща звенят. Ну, во всяком случае, Сармат, вот смотри, если они сделают, допустим, тот же самый транзит через Абхазию, ну, это хорошо и для них, и для нас. Это же живые деньги. То, что они там орут, Европа, им в натуре до Европы далеко. Во-первых, им очень сильно мешает то, что именно народу Грузии мешает на сегодняшний день, то, что они на самом деле антироссийски настроены многие и поддерживают Украину. Так что... Ну, уже это не так сильно как бы имеет влияние это в Грузии. Уже они не хотят вот эта война, Украина, уже основная масса этого не хочет. Понимаешь ты? Да и Запад уже от них отвернулся, если честно. Вы же видите, да, что НАТО, что американцы... И все, кто деньги зарабатывает, они не хотят этого. Они хотят деньги зарабатывать, спокойно, в стабильной стране жить. Понимаешь? Потрясения не нужны им. Поэтому нам надо просто... Сами красиво жить и все будет, чтобы порядок был. Больше ничего не надо. У нас все будет четко. Но самое интересное, знаете, что вот в моем понимании, вот как я вижу эту ситуацию, вот на сегодняшний день, зная, что они полностью зависят от России, там вот, те же самые вот эти, которые в ТикТоке сидят, ругают, на чем свет стоит это разговор, а нет, это их не дела, что хотят, пусть делают. Вот смотри, но во всяком случае, если в действительности вот, то, о чем говорит Сармат, превратиться именно в том русле, о котором мы сейчас говорим, это 2 года, 3 года, я не знаю, сколько лет это будет.
Я тебе отвечаю, это такой народ, блядь, который подстроится и, ну, в том смысле, что они будут выполнять неукоризненно то, что им скажут. Слушай, им кушать нечего, они на Запад смотрят. Ну а что им, почему они на Запад смотрят? Потому что все едут горбатиться, блядь, зарабатывать в Европу, ёпта. Нет, Ну ёпта, да, их возможно, директорами там заработать назначают, деньги, ёпта. да, получать гранты и так далее. Конечно же, и очень много денег вложено за это время оттуда. А тут, блядь, они у себя дома, сидя, будут зарабатывать. Если человек дома заработает, он не поедет, слушай, блядь, куда-то там, я не знаю, в Европу, горшки убирать, ёпта. Нет, блядь, а что они это самое зарабатывают? Что, какие деньги? Чисто семью прокормить. Мужья, вот сколько раз тут было, ну, играешь в батл, попадаешься там в Италии, там во Франции, там, я не знаю, в Чехии, в Голландии, в разных местах, они все находятся, работают, блядь, кто с сиделками, кто домработницами и так далее, блядь. И домой деньги отправляют, потому что, а что в Грузии на самом деле, сколько процентов безработицы, я забыл, 62 или что-то такое, блядь. В Грузии 62% безработицы, по-моему, в Грузии. Джилал 25, выкладывал недавно 25% статистику. живут за чертой бедности, то есть у них жрать нету. Да. 25% населения не имеет жрать. Элементарно покушать нет. Вот он утром просыпается, не знает, что ему кушать. И еще, говорят, более 3000 детей у них голодные. Что ты смеешься, Юзи? Это факты, ничего смешного нету. Может, у тебя хорошо это сегодня. статистические данные официальные. Что ты ржешь? Посчитай. 25% голодных за чертой бедности. Это который человек ни копейки не имеет, ни рубля не зарабатывает, не может Он заработать. только за себя отвечает. А нищих там еще больше. Да Бедных. ну нахер. Но это я имею в виду 25%, которые за чертой бедности. То есть он не бедный, он беднее бедного. Понимаешь ты? Братуха, и сейчас 10 рублей имею я в данный момент, но я, блядь, покушать я имею, блядь, как его батальон накормить, понял? Как-то так. У нас гораздо лучше, брат. Ну, Не, у не нас бойся. уровень жизни намного выше. Я Намного. по-братски, я батальон накормлю сейчас. Вот ты ко мне приди, Сармат, батальон накормлю. Абрек, слушайте, голодных один нету момент, такого, Сармат. У меня вот что сейчас вот в гостинице, ну, где я работаю, вот в нашей гостинице у брата старшего, ну, я управляющим работаю. Он мне сейчас звонил, и нам, говорит, приедут люди, говорит, ну, оттуда. Я слышал, говорит, ну, откуда-то Гальский район, говорит, и чуть дальше, говорит, ну, короче, горничными. Понял, там 4 вакансии у меня, и должны приехать сейчас на работу. Вот, блядь, если бы у них все хорошо было бы, люди бы ехали бы туда, наверное, ко мне на работу устроиться. Я тебе отвечаю, я вам, кикелы, такой контент выложу, что вы охуеете просто. Я вам отвечаю. Такой контент я вам выложу. Я заставлю всю правду, чтобы эти девочки говорили. И я их ни лица не покажу. Но я все это выложу вот сюда в ТикТок. Как вы живете в Зугдиде? Я специально возьму двоих-троих. Ну где не горничных. Батуми, вас дети голодные, брат, вас пиздец, какие голодные, с ума сойдешь, там есть такой момент. Бокоров, в Батуми, что ли? Да, есть момент, там, блядь, дети голодные, блядь, пиздец. А, Батуми, ёпта, они же говорят, там пиздец, блядь, чуть Да, ли хуй ну, его знает. говорят, это вы херня все. Алло. Сатам зата бабсе и кой срок васек, ленус мандериас.